2 года в колонии общего режима проведет 23-летний бугульминец, который в октябре минувшего года целенаправленно сбил автоинспектора. Полицейский был госпитализирован с переломами обеих ног и другими травмами. Подробности этого громкого дела у Вероники Гайнутдиновой. Расскажите, что произошло. Без комментариев. В ту ночь с 1 на 2 октября минувшего года водитель «Лады» 9 модели был немногословен, признался лишь в одном. Вы сейчас трезвы находитесь? Никак нет. В 1 час 40 минут на улице Герцена в Бугульме наряд полиции пытался остановить «Ладу» для проверки документов, но водитель вместо тормоза нажал на педаль газа. Один из инспекторов, 33-летний лейтенант полиции, с применением жезла, направленного на указанный автомобиль, подал водителю сигнал об остановке транспортного средства. Однако последний, игнорируя законные требования сотрудника полиции об остановке, направил свой автомобиль к инспектору и совершил на него наезд, после чего попытался скрыться. Он протащил автоинспектора на капоте около 300 метров, но потом путь ему преградило дерево. После встречи с ним ехать дальше автомобиль был не в состоянии. Тогда водитель показал свои спринтерские качества, но убежать ему не дали очевидцы и подъехавшие автоинспекторы. Сбитого полицейского с переломами обеих ног, сотрясением головного мозга и ушибами лица и тела доставили в больницу. Водительские права 23-летний молодой человек, управлявший «Ладой», никогда не получал. Судим ранее не был. Суд квалифицировал действия подсудимого по части 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. При назначении наказания суд в качестве обстоятельств смягчающих наказаний подсудимого учел частичное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей, активное способствование раскрытию расследования преступлений, выразившееся в проведении проверки показаний на месте. Подсудимый свою вину все же признал лишь частично, объяснив, что умысла причинять вред полицейскому у него не было. Я хотел искренне принести свои извинения инспектору и его семье. Прошу вас назначить наказание, связанное с лишением свободы. Находясь на свободе, я смогу в короткие сроки возместить моральный ущерб по исковому заявлению. В итоге суд приговорил молодого человека к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевшего в счет компенсации за причиненный моральный вред 200 тысяч рублей. Приговор еще в законную силу не вступил. У сторон есть 10 дней, чтобы его обжаловать. Вероника Гайнутдинова, Нафиса Минязова, вызов 112. Это лучше увидеть. Все выпуски вызова на нашем сайте и на YouTube-канале ТНВ.